падают стремительно. Уровни воды в реке Лена продолжают снижаться. Мелководье мешает работе флота, а следом и транспортникам компании «Алроса». Максимальное количество груза должно поступить по рекам летом, когда стоимость доставки 1 тонны гораздо ниже, чем зимой. Какие прогнозы дают гидрологи в сюжете наших коллег из Мирного? Воды мало. Ленчане легко определяют уровень реки по гуляющей косе первого острова. Пляж показался из воды, значит, уровни сильно упали. Эту информацию подтверждают гидрологи. На сегодняшний день наблюдается уже стабильное падение на территории Ленского района от 10 до 20 сантиметров в сутки. По прогнозам синоптиков, получается, что в верховьях реки Витим там в ближайшие дни осадков не ожидается, так что падение должно продолжиться. Пока в Ленском районе до уровня лимитирующих судоходство остается еще от 1,5 до 2 метров. В районе Усть-Кута, откуда идет большой поток грузов в адрес Ленского речного порта, ограничения на работу судов с большой загрузкой ввели еще в конце июня. С обмелением Лены речники сталкиваются не первый год. Говорят, проблема эта имеет цикличный характер. В результате многолетних наблюдений обозначилась тенденция, когда идет этап несколько лет большая вода, то есть уровень позволяет ходить с полной загрузкой практически всю навигацию. Специалистам поверить легко. Последние 3 навигации действительно осложнялись низкими уровнями реки. Пик пришелся на 2013 год, тогда навигация была сорвана полностью. В компании разрабатывали новую схему доставки грузов. Была поменена значительно МТСом логистическая схема доставки грузов. Часть грузов была перенаправлена в Якутск по железной дороге вместо доставки в Усть-Кут и дальнейшей отправкой водой. И впоследствии в зимний период, в период действия автозимников, это, конечно, очень сильно сказалось на работе ПО «Алмаздортранс». В транспортном управлении компании рассматривают 3 варианта развития ситуации: позитивный, умеренной сложности и негативный. От того, насколько стремительно будут падать уровни, зависит дальнейшая работа транспортно-логистического комплекса. Судя по прогнозам метеорологов, речники и все остальные подразделения могут рассчитывать, что сегодняшние уровни продержатся хотя бы до начала августа. Олеся Васева, Михаил Сенаторов, телеканал «Алмазный край».